Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Игра со смертью. Водители продолжают ездить по тонкому льду закрытой переправы через Лену. Есть случаи провалов машин. В это время воздушные подушки стоят без работы. Чистую воду якутянам. Когда население республики будет полностью обеспечено качественной питьевой водой, какую ведут работу по этому важному вопросу. Онкопоиск. В Якутии стартовала социальная акция по выявлению раковых заболеваний. Анализы уже сдали сотни человек. Сюжет из Алдана. Удивительное рядом. Как устроена база отдыха «Наход» в Нерюнгринском районе. Туристический бренд набирает популярность. И коротко о главном. Обзор новостей и событий Мирнинского района в конце выпуска. Водители Якутии продолжают ездить по закрытой переправе через Лену. Известно, что лед уже тонкий для транспорта, однако многих нарушителей это не смущает. Напомним, что на территории республики продолжают функционировать 5 ледовых переправ муниципального значения в северных районах. Остальные ледовые переправы официально закрыты. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность. Из-за того, что автомобили все еще незаконно ездят по Лене, 20 судов на воздушной подушке и 5 аэроботов на маршруте Якутск-Нижний Бестях ежедневно в основном стоят без дела, клиентов нет. Хотя работу они начали с момента официального закрытия зимников. Перевозка пассажиров на противоположный берег организована с городского пляжа на 202-м микрорайоне. Стоимость перевозки 1500 рублей. Сын уехал на соревнования и вот узнать хотел, что мама, как добираться. Вот я приехала все узнать. Съездил, выступил, ему оттуда, с Бестяха, нужно сюда приехать, в Якутск. Ну, я думаю, там народ будет. С Якутска, как бы с Бестяха в Якутск-то народу больше, наверное, чем с Якутска в Бестях. На машине сейчас опасно, ребята, вы что? Что касается воздушных сообщений, то по информации компании «Полярные авиалинии» возобновление пассажирских рейсов по маршруту Маган-Амга-Маган намечается на 29 апреля. Сотрудники компании уже осмотрели посадочную площадку в селе Чапчелган в Амгинском районе, и инспекторы по безопасности полетов отметили, что в целом она находится в хорошем состоянии. Таким образом, регулярные пассажирские рейсы по направлению Маган-Амга-Маган возобновят после подписания акта приемки посадочной площадки. Рейсы планируются по понедельникам и пятницам. Стоимость в одно направление на самолете Ан-2 составит 2500 рублей. Ну, в целом полоса пригодна для полетов. Только сырые места. Я думаю, что при погоде сухой, и ветреной, полоса будет где-то через 3-4 дня готова полностью к приему воздушных судов типа Ан-2, Ан-3. Тем временем в Колымской группе районов началась активная фаза подготовки по безопасному пропуску весеннего половодья. Уровень готовности населенных пунктов, подверженных подтоплению, проверил первый вице-премьер республики Алексей Колодезников. В формате видеоконференции он поручил в срочном порядке обеспечить бесперебойную работу сотовой связи и исправить системы экстренного оповещения населения. А Министерству транспорта поручено должным образом оборудовать вертолетные площадки на неподтопляемых высоких местах. Совместно с Министерством здравоохранения нужно также решить вопрос использования вертолетов санавиации для эвакуации населения. Также отдельное поручение дано МинЖКХ по контролю за своевременным вывозом мусора. Я прошу до паводка все населенные пункты, попавшие в список возможного подтопления, заранее провести уборку мусора. Вывести сетики все заранее, чтобы потом у вас не было различных проблем. Ну что хорошего, когда паводок, потом весь мусор на деревьях и в кустах, а сетики все по поселку развиваются. МинЖКХ это все проследить.
Только 14% от всего населения Якутии обеспечено качественной питьевой водой. Такие данные приводит Министерство ЖКХ Республики. Также сообщили, что объектами водоочистки оснащены всего 10% населенных пунктов региона. Когда якутянам ждать улучшения ситуации по этому жизненно важному вопросу? Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. В этом году в ряде районов республики начнутся масштабные работы по обеспечению населения чистой питьевой водой. Это станет возможным благодаря реализации на территории Якутии двух программ – национальной программы «Экология» и республиканской программы «Чистая вода». На сегодняшний день мы разработали техзадания на приобретение и поставку спецтехники для данных населенных пунктов. В настоящее время прорабатывается вопрос по техническим решениям по приобретению установки модульных водоочистных сооружений, реконструкции объектов водоснабжения. Общий объем финансирования региональной программы «Чистая вода» составляет порядка 900 миллионов рублей. В эти дни в муниципальных образованиях республики должны завершиться работы по инвентаризации объектов водоснабжения. Уже на следующей неделе Министерство ЖКХ и энергетики республики должны эти данные предоставить в Минстрой России. Куда и на какие цели эти средства будут направлены, будет известно в сентябре этого года. В текущем году объем финансирования по данной программе составило 107 миллионов рублей. Эти средства министерство направит на строительство водоочистной станции в Алехинском районе. Сумма проекта в целом около 300 миллионов рублей. Мощность объекта 2000 кубов. Первым этапом это планируется приобретение оборудования на 107 миллионов рублей. Второй этап это уже в 2020 году строительно-монтажные работы и так далее. В целом все запланированные работы начнутся в ближайшее время. А пока, как отметили в министерстве, этот весенний период во многих улусах Якутии, в том числе и в Вилюйской группе, механизмы обеспечения чистой питьевой водой пока такие же, как и в прошлом году. У нас только будет 9 водоочистных станций, которые будут по Вилюйской группе. Будут уже работать, да. Будет приобретена спецтехника, около 10 единиц, да, именно по программе, именно утвержденное распоряжением правительства по Вилюйской группе районов. Между тем, Роспотребнадзор Якутии усиливает работу по контролю качества питьевой воды по всей территории республики. Ежегодно в период весеннего паводка отмечается ухудшение качества воды, подаваемой населению с поверхностных водоисточников, в связи с чем, начиная с мая, ежегодно нами усиливается мониторинг качества, кратность отбора проб воды. Это проводится с целью контроля качества воды, при ухудшении которой принимаются меры в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Но несмотря на эти мероприятия, советуем населению в период весеннего половодья употреблять только фильтрованную воду или бутылированную. Ваше здоровье только в ваших руках. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Другим новостям, российский блогер и журналист Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале репортаж о своем путешествии по федеральной трассе Колыма. Дудь проделал путь от Магадана до Якутска, чтобы рассказать о жизни во время и после сталинских репрессий. В своем блоге он уделил внимание и Якутии, посетил полюс холода в Аймяконском районе, также затронул тему строительства моста через Лену. Якутск – большой город, отрезанный от всех российских дорог, в первую очередь от трассы Колыма. Зимой здесь переправляются или личным авто, или катерами на воздушной подушке. Летом паромы, а когда лед уже недостаточно крепкий, а навигация еще не открыта, Якутск живет в полной изоляции, сказал Юрий Дудь. Более 400 заявок за этот год получат государственное финансирование. Средства направят на условиях софинансирования социальной инфраструктуры, которые выбрали сами жители. Общая стоимость этих проектов составила 720 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом дополнительное софинансирование увеличилось на 16%, составило 227 миллионов рублей. В том числе запрашиваемые средства из бюджета государственного составило 499 миллионов 500 тысяч рублей, местные бюджеты 137 миллионов 100 тысяч рублей, вклад спонсоров 40 миллионов 400, вклад населения 49
миллионов 400 тысяч рублей. Таким образом, доля участия от суммы субсидий составила местный бюджет 28%, вклад населения 10% и вклад спонсоров 8%. Церкви Якутии проверят перед Пасхой. В преддверии православного праздника сотрудники МЧС проводят традиционные массовые рейды святынь на соответствие противопожарной безопасности. Тысячи верующих и якутян в предстоящие выходные примут участие в праздничных службах. В столице они пройдут в 4 церквях. Проверят наличие и исправность системы противопожарной защиты. Особое внимание уделят эвакуационным выходам. Подобные мероприятия проводятся традиционно ежегодно, поскольку в период празднования большое количество людей посещает объекты. Соответственно, повышается пожароопасная обстановка, в церквях. То есть в случае возникновения пожара, чтобы не возникало паники и каких-либо других нарушений, инспекторы государственного пожарного надзора предварительно либо проверяют, либо обследуют эти места. Сейчас коротко реклама. Оставайтесь с нами, смотрите далее через минуту. Онкопоиск. В Якутии стартовала социальная акция по выявлению раковых заболеваний. Анализы уже сдали сотни человек. Сюжет из Алдана. Удивительное рядом. Как устроена база отдыха «Наход» в Нерынгринском районе. Туристический бренд набирает популярность. И коротко о главном. Обзор новостей и событий Мирнинского района в конце нашего выпуска. Якутия-24 в прямом эфире. Итоги дня в студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. В ближайшее время некоторые категории россиян получат дополнительную государственную поддержку. Так, на 9,5 тысяч рублей вырастут пенсии ветеранов Великой Отечественной войны с 1 мая этого года. Закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов, одобрил Совет Федерации. Кабинет министров готов выделить на эти цели почти 1 миллиард рублей в этом году и до 1,5 миллиарда в дальнейшем. Ну а якутянам торжественно присвоили удостоверение со статусом «Дети войны». Ими стали граждане, которым на момент 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Законом предусмотрены меры социальной поддержки в денежном виде, а также доплата 50% на санитарно-курортные лечения на территории республики и не только. В 1945 году мне было 8 лет. Я родился до начала войны, поэтому таким образом мне в данное время 82 год идет. Поэтому я воочию и на себе испытал, как шла война. Но я жил все-таки в нашей республике, поэтому отголоски войны, тем не менее, и доходили до нас. Особенно это было связано с вопросами обеспечения продуктами питания. В Якутии стартовала социальная акция «Онкопоиск». Скрининговое обследование позволяет выявить степень предрасположенности к раковым заболеваниям. К этой акции присоединился и Алданский район. За несколько дней там анализы сдали сотни человек. Сюжет Татьяны Вахниной. В процедурный кабинет поликлиники Светлана Коновалова пришла утром на голодный желудок, как положено. Забор крови произведен, теперь можно завтракать. Нормальное ощущение, как вот около специалисты, профессионалы работают нормально. С первого раза сразу нормально. Алдан присоединился к республиканской социальной акции «Онкопоиск». Скрининговое обследование на предрасположенность к раку бесплатно могут пройти все желающие. К слову, недостатков желающих нет. В первые дни акции анализы сдали несколько сотен алданцев. Люди сдают с той целью, чтобы узнать, есть ли у них предрасположенность или какие-то у них титры повышены или остаются в пределах нормы, для успокоения. Результаты анализов крови будут готовы в мае. Затем людям, прошедшим скрининг, необходимо посетить онколога, чтобы получить консультацию. Результаты будут, наверное, я так думаю, в течение, 2 недель, потому что идет большой поток, пока сделает лаборатория. То есть мы делаем забор, а уже насколько быстро это делает лаборатория и отдает результаты в онкокабинет. Скрининговое обследование не нацелено на выявление уже имеющейся онкологии. Посредством анализов выявляется объективная картина здоровья и предрасположенность организма к раковым заболеваниям.
Ну, во-первых, вы сами знаете, что это у нас на онкоманикюр, это очень дорогостоящие вот эти вот, и не всегда это есть. Поэтому пришлось сделать это, а почему бы и нет, почему не узнать? Может быть, если на начальной стадии выявится, можно же исправить положение, а если уже на последней, то уже не исправишь, правильно? В Алданском районе ситуация по онкозаболеваемости остается неблагополучной. На учете у онколога состоят более 500 человек. В почти 200 случаев злокачественные образования были выявлены в прошлом году. На самом деле этот скрининг не показывает то, что человек уже онкологически больной, а именно предрасположенность. Данная методика позволит нам и специалистам выявить данную категорию граждан и, соответственно, принять профилактические и превентивные меры. Посещать онколога и сдавать анализы необходимо не реже 1 раза в год. Онкология не всегда приговор. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов на исцеление и продление жизни. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Как устроена база отдыха «Наход» в Нерюнгринском районе? Как известно, в 40 километрах от райцентра находится это удивительное место, где из недр земли, из глубины более чем 1000 метров на поверхность поступает теплая целебная вода. Ее температура всегда держится в районе 32 градусов, даже если в это время на улице стоит мороз в минус 40. О туристическом бренде сюжет нашего корреспондента Екатерины Павловой. Впервые геологи заметили источник в 70-х годах прошлого столетия. Температура воды в недрах достигает плюс 40 градусов, и пока она выходит наружу, остывает до плюс 32. Зимой у источника образовывались наледи, по которым его и нашли. В конце 80-х на этом месте появилась база отдыха «Наход». Водичка теплая, очень все нравится. Идем греться. Идем греться. На улице вот душа прохладно. Я искупался минут 15, наверное. Этот рекорд состоится на весь век. Будем сейчас еще раз купаться. Понравилось очень. Особенно зимой. Ну, летом тоже были. Наход – это наше местное чудо. В Нерюнгри. Я его знаю еще с 1977 года, когда был еще только кузов. Просто корыто. С тех пор многое преобразилось. Появились деревянные домики общей вместимостью на 120 человек и 2 бассейна, один из которых расположен под открытым небом, а другой в закрытом помещении. Минеральная вода в бассейнах постоянно обновляется. Основной купальный сезон приходится на зиму. Максимальный эффект получается на контрастах температур. Наход это в нашей местности это полюс холода. У нас были температуры 63, 64, 65. Буквально года 2 назад даже были температуры. Говорят, что потепление, но у нас потепления никакого там нет. В этом году максимальная температура где-то была 57 градусов. И народ едет и купается. Зимой дорога на Наход открыта для легкового транспорта, а вот летом и в межсезонье уже сложнее, так как нет места через реку Горбылях. На такие случаи на базе работает дежурная вахтовка. А по весне, кто посмелее, форсирует реку по наледи. База отдыха Наход – туристический бренд Нерюнгринского района, куда приезжают не только со всей республики, но и со страны. Я скажу, что летом еще лучше там, чем зимой. Нет того экстрима, конечно, нет дорожки ледяной, по которым босиком бегают, и мозоли все отлетают, только шум стоит. Но я вам скажу, что летом лучше. Во-первых, природа, плюс минеральная вода. Она лечебная вода. И многие летом приезжают, просто утром приезжают, час скупались и обратно катят обратно. Живописная долина ручья Малый Наход – уголок природного совершенства, позволяющий отдохнуть от городской суеты в любое время года. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри. Довольно редкую картину видели жители Ленска в минувшие выходные. В черте города на речке Мухтуйка заметили лебедя на снегу. Видео облетело местные социальные сети, рассказывает Анна Кожевникова. Какой попутный ветер способствовал появлению в нашей местности этого красавца, стало интересно всем ленчанам, наблюдавшим в воскресенье его появление на Мухтуйке. Может, одна вот причина, почему она раньше прилетела, скорее всего, она осенью, скорее всего, его пару убили здесь где-то, и вот она раньше прилетела на поиски своей пары. Вечером того же дня лебедя обнаружили на одной из баз Ленского отделения ОМТС. Он безбоязненно подходил к людям и почему-то не улетал. И мне сообщил начальник охраны Елена Константиновна, что у нас на площадке, на контейнере, на льду сидит гусь. Ну, тут у нас на территории собак ночью много бывает.
Я испугался, думал, его сейчас сожрут. Поэтому Тимофей Тартыев решил вызвать сотрудников Алроса охраны. Благодаря Сергею Сиркину и Дмитрию Доманову лебедь был пойман и передан экологам. Те, в свою очередь, нашли для него временный приют. Временно птицу разместили в частном вольере. Людей она к себе подпускает, но есть с рук отказывается. Птицу осмотрели ветеринары. У лебедя повреждено крыло, но в целом его здоровью ничего не угрожает, кроме браконьеров. Его на волю не отпустить, потому что у нас есть любители, которые стреляют в лебедей. Но однозначно может убить его. И так еще в WhatsApp было, что зря не взяли оружие, такие комментарии были. Поэтому за пернатым уже едут из Мирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии». Теперь его дом будет там. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, НВК Саха-Ленск. Эфир продолжит обзор новостей и событий Мирнинского района. Слово коллегам из алмазной столицы. В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. Пенсионный фонд заключил контракт с Мирнинским авиапредприятием и авиакомпанией «Алроса». При наличии талонов неработающий пенсионер может получить бесплатно авиабилеты по следующим направлениям. Из Полярного в Мирный, Новосибирск, Москву. Из Мирного в Иркутск, Красноярск, Ленск, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. В Мирнинском районе началась подготовка к весеннему паводку. Из бюджета района выделены финансовые средства на приобретение обеззараживающих средств для очистки воды. Предусмотрено обеспечение питьевой водой поселок Алмазный, Заря, села Аралах, Тасурях и Сельдюкар. Также будет проведена вакцинация против гепатита А населению поселков Алмазный и Аралах. Введен режим круглосуточного наблюдения за состоянием льда на реках района. В июне 2020 года ключи от новых квартир получат 192 жителя из 6 аварийных домов. По улице 40 лет октября идет стройка многоквартирного дома, предназначенного для переселения граждан с ветхого и аварийного жилья. По программе переселения в Мирнинском районе в ближайшие 5 лет расселят около 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Завтра в Мирном стартует 19-й молодежный фестиваль «Мирный поет о мире». Для того, чтобы принять участие в фестивале, нужно пройти регистрацию, которая будет организована 24 и 25 апреля с 8 до 18 часов в Доме культуры «Алмаз». Фестиваль откроет выставка испанского фотографа-художника Карлса Фольгаза. На втором этаже комплекса «Алмаз» пройдет мастер-класс «Музыкальное искусство» от испанского композитора электронной музыки Хорхе Гольдас. Есть 3 концерта. То есть первый концерт – это концерт открытия, где мы представляем несколько гостей, которые как бы завлекают гостей, точнее участников и всех желающих на следующий концерт, концерт гостей. Вот концерт гостей, он только из представителей, которых мы пригласили, а потом концерт еще у нас третий, это у нас же все-таки фестиваль, принимают участие у нас и гости, и те, кто победили в номинациях. А на этом пока все. До новых встреч в эфире. Таковы итоги дня сегодня. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале Якутия 24. Всегда будьте в курсе.